Сегодня дата, которая объединяет в себе историю воинских подвигов наших соотечественников. Чествуем героев, проявивших исключительную доблесть, защищая Родину и отстаивая мир. Множество отважных сынов Ингушетии получали почетное звание Героя Советского Союза, а после и Героев России. Первым такую звезду посмертно присвоили летчику Сулумбеку Асканову. О нем и других ингушах, удостоенных высшего звания, ставших живой историей страны, ее честью и гордостью, расскажет наш корреспондент. Оценить и измерить их подвиг невозможно, а имена навсегда вписаны в героическую летопись государства и нашей республики. За каждой золотой звездой история и судьба человека. Первым высокого звания Героя Российской Федерации был удостоен генерал-майор авиации Сулумбек Асканов. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета неожиданно отказало управление. МиГ-29 стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Годы, когда противники открыто воевали на поле боя, ушли в прошлое. Пришло время тех, кто, прикрываясь масками, стреляет в спину. От таких пуль 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев. У него остались жена и 5 детей. 15 пуль лишили жизни и полковника ФСБ Алихана Калиматова, обстрелянного неизвестными. Указом президента России в 2007 году за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову присвоено звание Героя России посмертно. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. 7 августа 2009 года. Утром, когда больше 50 сотрудников милиции проходили на плацу инструктаж, ворота Назрановского РОВД неожиданно протаранила «Газель», груженная взрывчаткой. Капитан Руслан Нальгиев открыл огонь по автомобилю. В результате взрыва РОВД и соседние жилое здание были разрушены. Более 20 человек погибли. Около 250 человек, в том числе и 9 детей, были ранены. Погибших могло быть больше, но благодаря тому, что капитан Нальгиев выиграл время перестрелкой, его сослуживцы смогли рассредоточиться, укрыться и занять более выгодные позиции для обороны. 14 июня 2012 года звезда Руслана Нальгиева нашла своего героя. Сентябрь 2014 года. Сельское поселение Нестеровское. Обнаружив автомобиль, проходивший по ориентировкам, майор Абубакар Костоев и его сослуживцы потребовали водителя выйти из машины, но раздался неожиданный взрыв. Друг Абубакара, Магомед Маршаули, погиб на месте. Абубакара тяжело ранило, но после долгого лечения он встал на ноги, и в списке героев Ингушетии появилось еще одно имя. С Маршаули Магомедом Саламовичем вышли с машины, начали подходить. Вышли, значит, потребовали этого парня, который сидел в автомашине за рулем, чтобы он вышел из автомашины. Он из автомашины не вышел. Раза 2-3 потребовали ему, чтобы он вышел. Он не стал выходить, после чего он его взорвал. Мужество и отвага всегда были отличительной чертой славных сынов и дочерей ингушского народа. И героями они проявляли себя во все времена. Участник Великой Отечественной Мурат Аздоев, горный орел, летчик-бомбардировщик Ахмед Мальсагов, первый президент Республики Руслан Аушев, Герой Советского Союза и другие. Но нашлось в этой череде и место подвигу ингушской женщины Марем Арапхановой. В 2002 году боевики вторглись в селение Галашки и принялись заниматься мародерством. Ворвались они во двор Арапхановых. Хозяйка дома Марем выгоняла непрошенных гостей. На крики жены вышел ее муж Осман Арапханов. Бандиты направили на него оружие, но Марем заслонила собой мужа и попала под автоматную очередь. Сотни героев, чьи имена вписаны в историю Отечества. Их подвиги – самый яркий пример, на котором воспитывают целые поколения. И герои живы, потому что память о них в народе не подвластна времени. Хади Добриева, Новости 24.